один нормальный человек. Ну что ж, он может лишь сделать шаг без войны. А вдруг весь мир поступит так? Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Июня 1941 года Могилев стал важным центром обороны от наступавшего врага. Штаб Западного фронта и руководство республики переехали из Минска в город на Днепре. В Могилеве была развернута срочная мобилизация горожан на борьбу с приближающимися немецкими войсками. Пехотинцы и артиллеристы, рабочие и студенты, жители города вышли на строительство оборонительного пояса вокруг Могилева. В короткий срок вокруг города была создана линия полевых укреплений в 25 километров. Вырыты противотанковый ров, окопы, траншеи. В городе создавалась вторая линия обороны. 12 июля 1941 в Могилевском ополчении числилось 12 тысяч человек. Были созданы и активно действовали отряды ополченцев шелковой фабрики, труболитейного, авторемонтного, кожевенного, кирпичного заводов. В городе проходила эвакуация. Из Могилева в тыл были вывезены 935 вагонов с материальными ценностями. Эвакуировались воспитанники детских домов. Тысячи квалифицированных кадров, необходимых стране. Колокол ждет, птицы тревожные мирно парят, солнце на время согреет, уйдет. А зимнею дорогой только на миг встретит тебя умоляющий взгляд. В гомоне всех голосов тихий крик.